Ну я как фольклорист, изучающий якутские народные сказки, народные песни, греческий эпос Аламхо, хочу вам рассказать о схожих элементах, моментах якутского фольклора и методики MasterKit. Следующий слайд, пожалуйста. Но как вы знаете, в фольклоре, в любом фольклоре любого народа хранится мудрость, консервированная в народных произведениях, и оно передается из уст в уста, из поколения в поколение. Чем привлекает нас фольклор? Красочностью языка, детальным описанием действий, образов, героев, поступков героев и так далее. А также в фольклоре отражается архаическое и мифологическое мировоззрение каждого народа. Следующий слайд. В 2013 году я побывала в городе Вильнюс, Республике Литва, и получала научную консультацию у известного сказковеда, фольклориста Брониславы Петровны Кербелиди. И она посвятила всю свою жизнь сказкам, литовским народным сказкам. И на основе более 44 тысяч аутентичных текстов она создала свою собственную классификацию, систематизацию сказочных сюжетов. И проделав огромную работу по сказкам, по систематизациям, она пришла к выводу, что жизнь – это сказка, а сказка – это жизнь. На тот момент я не понимала полностью суть этих слов, но спустя годы я наконец-то поняла смысл этих высказываний. Следующий слайд. Познакомившись на тот момент со сборником якутских народных сказок, она сказала, что якутские народные сказки имеют архаические сюжеты, мотивы и образы. Архаические сюжеты понимают только дети или взрослые люди, обладающие типом абстрактного мышления. Дети, они более близки к своему подсознанию, как вы знаете, да? А взрослые со временем, спустя жизни, больше слушают свое сознание, поэтому негативно реагируют на архаические непонятные сказки. Следующий слайд. Вот возьмем, например, всем известную якутскую народную бытовую сказку «Мелик-Мелия». Все знакомы с этой сказкой? Ну вот по сюжету сказки герой, к сожалению, убивает свою маму, коня, младенца и так далее. Да? А вот эти сюжетные моменты, элементы, да, элементарные сюжеты, мы, как исследователи, думали, что в этих сказках отражаются древние обряды, обычаи наших предков. То есть, вы знаете, наверное, обряд Ильписинери, когда перед сражением или перед войной воина, охотника программируют, настраивают быть жестоким, кровожадным и беспощадным. И вот в образе Мелик-Мелия мы находим набор целых непринимаемых качеств. Это убийца, это глупый, неадекватный человек, делающий все наоборот. Но, оказывается, наши предки знали. И вот на подсознательном уровне, через такие сказки непонятные, да, они учили детей принимать вот эти самые отрицательные качества людей. Тем самым, наоборот, оказывали защитную функцию для своих поколений, детей, внуков. А сейчас, благодаря тренажеру методики MasterKit «Непринимаемые качества», мы принимаем все абсолютно отрицательные качества. Мы принимаем людей, мы принимаем себя, освобождаем себя от внутреннего нервного напряжения. Следующий слайд. Остановлюсь на втором моменте. Когда мы прорабатываемся, работаем с собой, мы проходим 3 уровня, 3 эмоционального состояния во время проработки. И вот первый уровень называется, когда мы делаем сознательный запрос, оно у нас сопровождается спокойным состоянием. Да? А второй уровень, когда мы трансформируем, снимаем чувство вины,
мы испытываем нервное напряжение. И третий, когда мы делаем повторный образ во время проработки, мы испытываем чувство легкости и эйфории. Следующий слайд. И такую же параллель можно встретить и когда мы слушаем сказку или эпос. В начале сказки у нас спокойное состояние. Былыргыджилым, быраманмандатгар, уруккыджилым, оксугулла орватыгар, уманнык, оскуланнык, когда вот описывается пространство и время эпическое, да, мы испытываем спокойное состояние. И в середине сказки или эпоса мы тоже испытываем нервное напряжение, когда приходит богатырь Абасы, уводит девушку Аи, начинается сражение, битва. Конечно же, мы испытываем нервное напряжение. И, наконец, третий уровень, это вот когда заканчивается сказка, эпос, мы испытываем чувство легкости, эйфории. Все заканчивается, все богаты и счастливы, да? Вот. Следующий слайд. Оказывается, в древности у тюрко-монгольских народов эпос у наших предков Олонхо сказывали, исполняли во время похорон. То есть это обрядовое действие делалось, чтобы поднять дух человека, который потерял кого-то близкого, да? Вы знаете, что горе, беда, несчастье забирают у человека энергию, его жизненную силу. А теперь посмотрим шкалу эмоций. Какую вибрацию он дает? Следующий слайд, пожалуйста. Вот посмотрите, шкала эмоций. И сразу видно внизу самая низкая вибрация. Это страх, горе, депрессия, отчаяние, сила. Да? И вот потерявший близкого человек, конечно же, испытывает и чувствует бессилие, ему не хватает, и в тот момент ему нужна подпитка, жизненная сила. И наши предки знали, как дать человеку вот эту жизненную энергию. И вот пройдя 3 уровня, 3 эмоциональных уровня во время слушания эпоса или Олонхо, человек испытывал радость, могущество, свободу, любовь к окружающим. И ему возвращается его жизненная сила. Следующий слайд. И вот вы, наверное, знаете, что пожилые люди обычно нам советуют, что во время, когда мы слушаем эпос Олонхо или сказку, нам не нужно прерывать. Не надо выходить, когда идет сражение. Это вот середина произведения, как мы ранее вам говорили, мы остаемся в состоянии нервного напряжения. Так же происходит и когда мы прорабатываемся. Мы должны дойти до чувства легкости, до эйфории. Следующий слайд. Также в древности существовал обряд для охотников, которые брали с собой на охоту лучшего сказочника. Древние люди думали, что дух охоты любит сказки. И если ему расскажут сказку, то он улыбнется охотникам. По-якутски «Баянай мечик-генери». Качественно проработанные люди, а также охотники, получившие эйфорию от услышанной сказки, конечно же, имеют высокую энергетическую вибрацию и начинает работать закон физики. Подобное притягивает подобное. На ловца и зверь сам бежит. Удача, успех, фортуна везде всегда начинает улыбаться. Следующий слайд. Как вы знаете, в фольклоре восхваляется изобилие и богатство. Вот благодаря методике Мастер Кит мы принимаем материю, да? Богатство, деньги, благополучие. В сказках, в эпосе есть финальные формулы, где герой побеждает своего противника, становится богатым и счастливым. Поэтому предки наши очень даже положительно относились к богатству. Если мы принимаем материальные блага, мы принимаем материю, себя,
Человек ведь материя. Согласны? Если мы принимаем материю, тем самым мы отрицаем себя. Через методику мастерки мы сможем на подсознательном уровне принять материальные блага. Следующий слайд. И вот, завершая свое выступление, я хочу принести слова Алгыс благословения. Аллахаджили териен алвототтунан. Сыспай селяна сыгы мугунан сырыргадын. Корогор постагы кону мугунан коргургадын. Кыз оғынан айқалланың, ол оғынан үрейденің. Ағы сүйе тұқары Алла тұрар байданың. Тоғы сүйе тұқары Торолуя тұрар уйгуданың. Жаллап болың. Спасибо, Надя. Мақтау.